первой части вы ознакомились с истоками становления национальной оперы, о помощи русских музыкантов и создании первых музыкальных драм, об опере «Айчурек», о декаде 1939 года, о первых артистах-певцах, составляющих гордость и славу национальной оперы. Во время Великой Отечественной войны артисты театра разделились на 7 концертных фронтовых бригад и обслуживали воинов Калининского, Белорусского, Ленинградского и Украинского фронтов. Среди них были Муса Баетов, Ашралы Баталиев, Сайра Киизбаева, Мариам Махмутова, Анвар Куттубаева и Мунджая Эркимбаева. Они дали 2500 концертов. Оставив своих грудных и маленьких детей, все они отправились вдохновлять воинов на борьбу с фашизмом. Были случаи бомбежек во время их концерта. На их глазах погибали солдаты, которые только что им радостно аплодировали. Сколько раз их песни прерывались на полноте, оставаясь недопетыми до конца. Но они не останавливались и шли дальше, в другую часть, продолжая вдохновлять солдат на борьбу с ненавистным врагом. А в это время их мужья погибали на другом конце фронта. По возвращении они все вернулись в свой родной театр. Ко дню Великой Победы правительство республики сделало артистам-участницам фронтовых бригад подарки в виде хрустального колье в золотой оправе. Среди участников концерта фронтовых бригад был и Хаким Темирбеков, великолепный лирический тенор, один из первых исполнителей партии Токтогула в опере «Токтогул». Аршын Малчы – одна из его коронных партий в опере «Аршын Малалан» Узеира Гаджибекова. Сыргак, Гульчоро – он был лучший Ленский в опере Евгений Онегин. Правильные черты лица, хорошие внешние данные позволили Темирбекову быстро стать одним из ведущих певцов оперного театра. Но работа его своевременно не была оценена. Вскоре он заболел и потерял голос. В расцвете сил ему пришлось уйти из театра. К сожалению, в архиве не сохранилось ни одной фонограммы с записью его голоса. Гульбара Иманкулова относится к первому поколению артистов оперного театра. Обладая сочным, хорошим голосом меццо-сопрано, Иманкулова раскрылась в более зрелом возрасте. Она пела Чачкей в опере «Айчурек», Оронгу в «Манас», Сузуки в «Чоочасан» и многие другие партии. Но коронной ее партией была «Графиня» в «Пиковой даме» Чайковского, с которой могли справиться не все именитые актрисы. Мамбеталы Кыштабаев – непревзойденный комик, баритон, пел все характерные партии. Он умел приковать к себе публику. Особенно неповторим он был в Аджал-Урдуна в партии «Учайфу». Неиссякаемой энергией заполнял Кыштабаев всю сцену. Он также снимался в кино. Но
необъятный талант комика-певца остался нереализованным. Оказалось, никто не знает даты его рождения и смерти. К концу 40-х годов началось строительство нового оперного театра. Все ведущие артисты первого поколения были участниками закладки фундамента. Идут Аманкул Куттубаев, Касмалы Шимбеков, сзади Ашралы Баталиев, Мариам Махмутова и Магнюр Мустаева. Первый секретарь ЦК Республики Исхак Разаков, человек планетарного мышления, неустанно заботился о развитии национального искусства. При Разакове было построено здание театра оперы и балета. Он не пропускал ни одной театральной премьеры. С 50-х годов начинается новый этап в развитии оперного искусства. Строительство театра завершается в 1955 году. В театр приходят свежие силы. Группа молодых певцов, окончивших Московскую консерваторию и студии при консерватории: Ирина Деркимбаева, Салима Бекмуратова, Сидахмат Тактаналиев, Гульхан Сатаева, Марлен Темрибеков и Ахматалы Тентимишев. Неустанную заботу о кадрах проявлял тогдашний министр культуры Абдыкаир Казакбаев. Он не делил творческих людей на чужих и своих. Артык Мырзабаев – драматический баритон, уникальное явление кыргызской оперной сцены. Неповторимый магический голос. Ему были доступны любые партии мирового оперного репертуара. Min satırım bilmey yerimdin, sarı geziktim, sakalım bilmey yerimdin, karantin kaptan, hava kadarı bilmey şerimdin. Мырзабаев спел на этой сцене более 50 опер. Среди них Семетей, Искендер, Онегин, Жермон, Яга, Игорь, Риголетто. 14 октября 1958 года состоялось открытие декады кыргызского искусства и литературы в Москве в Большом театре Союза СССР с оперой «Токтагул». На сцену вышли поздравлять наших посланцев великие артисты Лемешев, Уланова, Вишневская. Во время второй декады кыргызского искусства в Москве Мырзабаев вывел оперный театр на новый виток его признания, спев сложнейшей партии Токтагула в опере «Токтагул». В мировой практике еще не встречалось, чтобы баритон пел 8 арий в одной опере. Verip durmuş gülde kulda, kanday ayağım hop teker yeniley oldu, kanday ayağım hop teker.
Партнерами Мурзабаева были певцы в зените своей славы Сейдахмат Тактаналиев, Салима Бекмуратова, Ирина Деркимбаева. После декады Мурзабаев утвердил себя как лучший баритон театра, которому подвластны сложнейшие партии мировой оперной классики. С тех пор ни одна премьера не обходилась без его участия, ни один концерт не проходил без него. Забытый домашним трудом, я граница хотел. Когда мне быть отцом супругом, приятный греби повелел. О, верно, кроме вас одной невесты не искал я. Но я не создан для блаженства, и мудрена душа моя. Напрасны ваши совершенства, их недостоин вовсе я. Поверьте, совестом порокой супружества нам будет мука. Я сколько не любил бы вас, привыкнув, разлюблю тот час. Судите ж вы, какие розы нам заготовить и беречь. И, может быть, намного мечтам и годам нет возврата, нет возврата, я обновлю души моей. Я вас люблю любовью брата, и, может быть, еще сильней, или может быть, еще нежней. Послушайте ж меня без гнева, сменить не размолодая дева. Сегодня Мурзабаев продолжает также трудиться, радуя поклонников оперного искусства. Он по-прежнему в форме, имеет своих учеников, является наставником молодежи театра. Очаровательная Ирина Деркимбаева пришла в театр, уже будучи лауреатом международного конкурса фестиваля студентов и молодежи в Берлине в 1951 году. В 1956 году она становится лауреатом всесоюзного конкурса вокалистов имени Глинки в Москве. В 1956 году в Москве отмечалось столетие великого русского композитора Глинки. Это очень престижный конкурс. Да. И съехали со всего Советского Союза все оперные певцы. Из Киргизии я. Конечно, я ехала, не думая, что я завоюю какую-то премию. Вот поверьте мне, от всей души. Ну, думала, поеду хоть в Москве, послушаю оперы, повидаю, концерты послушаю. Но когда я первый тур прошла, очень хорошо. Второй тур я прошла. Даже на втором туре мне бисировали, хотя на конкурсе бисировать нельзя. И я прошла на третий курс. А члены жюри были Куляш Байсиитова, Зара Долуханова, а председателем жюри была Валерия Барсова. И вот она мне вручала вторую премию имени Глинки. И она, когда я поднялась на сцену, она мне говорит: деточка, молодец, молодец. Но мне было очень, меня так тронуло это, действительно. После конкурса мне был персональный вызов в Большой театр на столетие имени Глинки, где я участвовала. И
За сутки мне в мастерских Большого театра пошили мне концертное платье. И я пела, а дирижировал мне великий Светланов. Я пела романс Антониды из оперы «Иван Сусанин» и романс Глинки «Жаворонок». Участвовали в концерте великие русские певцы, как Галина Вишневская, Лемешев, Козловский и знаменитые балерины Уланова. Вот так пришлось петь большом. Для меня была большая честь, конечно. Вы видите Деркембаеву в партии Канаим в опере «Манас». Музыканты восторгаются тембром ее голоса, называют потрясающей. Великолепная сопрано Деркембаева в театре поет как кыргызскую, так и мировую классику. С концертной программой она выезжала во многие страны. Это Индонезия, Индия, Германия, Польша, Монголия, из группы артистов в другие страны. Особенно Деркембаева покорила московскую публику на концерте во время второй декады кыргызского искусства. Она пела «Как дух Лауры» Ференца Листа. Ее заставили бесировать. Действительно, ее мягкая, нежная сопрано очаровывала. Казалось, ее голос, как дух, витая вокруг тебя, вдруг нежно и незаметно растворяется в воздухе.
Неизгладимое впечатление оставил Седахмат Токтаналиев. В свое время это был единственный тенор. Прекрасная певческая школа, сильный и богатый тембром голос. В театре он пел все теноровые партии. Особой популярностью он пользовался на концертах в паре с Чудроновым с песней Давлесова «Айнаш». Но Токтаналиев недолго наслаждал публику своим голосом. Болезнь заставила его уйти со сцены. Он с Бикмуратовой во время концерта второй декады кыргызского искусства в Москве. Токтаналиев с Махмутовой в опере «Айчурек». Adamdın belini açmasan, çaçında kırkıp multuyu tut, çoluk bir, vay kala kalabasam. Şat Emirgan'dın koluna, bugünden kalbay salmasam, gülçür bol boy eleyin, başında senin carbasam. Açıldağın şum çiçek, айтпасам қойбой кул кесіп, қимада ақынды, талап алған ер толқой, қандың қызы жүректі, самап алған ер толқой, шыңға жойшы бір балу, алып кеткен қошымды, Выдающаяся певица, уникальный голос. Так называли певицу Салиму Бикмуратову и ее коллеги. Да, действительно, это была первая певица среди республик Средней Азии и Казахстана, которая в 1953 году завоевала золотую медаль и диплом первой степени на международном конкурсе вокалистов в Бухаресте. Завороженные и оцепененные ее голосом, в то время говорили только о ней, восторгались только ею. Голос Бикмуратовой, лирическая сопрано, мягкая, нежная, как сирены завлекали Орфея своим пением в ад, так и она увлекала слушателя своим пением в свой мир. Бикмуратова спела все партии мировой классики, которые шли в театре. Травиата, Риголетто, Чио-Чио-сан. В общей сложности более 30 опер. Среди них Айчурек, Аршин Малалан. Параллельно она занималась концертной деятельностью. В ее репертуаре было более 500 песен и романсов мировой и русской классики. Большое внимание Бикмуратова уделяла кыргызским композиторам и песенникам. Особой популярностью в ее исполнении у народа пользовался романс Мукаша Абдраева «Горю в огне любви». Ее приход в театр был новым веянием в искусстве вокала.
Она внесла свежую струю в театр, сценическую культуру и певческую манеру. Гульхан Сатаева – красавица. Она была самой красивой айчурек. Первая исполнительница Джамили в опере «Джамиля». Драматическая сопрано, она пела все. Ее коронной партией была опера «Аида». Из всех певиц Сатаева первая сумела уйти со сцены вовремя. Такой героический поступок присущий не всем певцам. Им рабою больше не буду, не проклинай же ты дочь родную. Тебя достойной хочу Марлена Темирбекова называли лучшим Фигаро. Он спел все партии, как кыргызских, так и классических опер. Прекрасный голос, культура, манера держаться на сцене давала новый толчок в умении свободно владеть своим голосом. Являясь профессором консерватории, Темирбеков весь свой опыт и умение передает своим ученикам.
измучен ты, не сбылись твои мечты. Там же нет борьбы с судьбой, там воскреснешь ты душой. Да, там нет борьбы с судьбой, там воскреснешь ты душой. Ко мне вернись, ко мне вернись. Неординарная личность Акматала Тентимишев не по своей воле не раз уходил из театра. Неодержимая любовь к своей профессии вынудили его работать 12 лет на полставки. Ему пришлось терпеть все немыслимые унижения. Благодаря настояниям выдающихся певцов Хусейна Мухтарова, Кайргуль Сартбаевой, Токтаналы Сейталиева, к тысячелетию эпоса «Манас» Тентимишев, как лучший баритон театра, спел партию Манаса в опере «Манас». Қарға бас болсақ намысты, ер болдық неге жарала, алма отшаба. Спев в репертуаре театра все партии своего голоса, Тентимишев дошел до самых сложнейших, как Токтагул, Манас, Риголетто. Коллеги считают его лучшим Риголетто. Самая высокая оценка для артиста – это когда признают тебя твои коллеги. Асанхан Джумахматов только что вступил на кыргызскую землю после успешно проведенной им декады кыргызского искусства в Москве в 1958 году. Именно после этой декады стали к нам стекаться все именитые музыканты, и наш оперный театр стал лабораторией по выпуску новых премьер. Асанхан Джумахматов – выдающийся музыкант, первый кыргызский профессиональный дирижер. Он внес неоценимый вклад в музыкальную культуру кыргызского народа, переложил на ноты и оркестровал более 60 произведений кыргызских мелодистов и музыкантов. Неутомимый труженик и пропагандист не только кыргызской национальной музыки, но и мировой музыкальной классики в нашей стране.